2,5 года назад в детско-юношеской спортивной школе номер 1 открылась секция художественной гимнастики. Старший тренер Ирина Китаева работала до этого в России и в Египте, но, увидев объявление из Абхазии, решила принять предложение о работе, потому что всегда хотела жить у моря. Практически сразу юные воспитанницы Ирины Китаевой стали выезжать на турниры в Россию. Сначала с программой по общей физической подготовке, с упражнениями без предметов, потом с одним предметом, с несколькими, и в мае этого года выступили на первом в своей жизни международном турнире в Армении, откуда привезли 6 медалей. В конце октября абхазские гимнастки поехали в Дубай и поучаствовали не в одном, а сразу в 2 международных турнирах. В эти сроки в Дубае проходило 2 турнира. Один очень мирового прям уровня турнир, в котором мы изначально собирались участвовать. Там выступала сборная команда Беларуси во главе с ее лидером, бронзовым призером Олимпийских игр Алиной Горнасько. Это в Токио. Главный судья была бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Любовь Черкашина. Организаторы этого турнира объявили, что в эти же сроки проходит другой турнир, который проводит Международная клубная лига. И сказали, что мы постараемся так, чтобы, если есть желание, наши участницы поучаствовали и в том, и в другом турнире. Мы изъявили желание. Это было трудно. Расписание очень никак не совпадало, но организаторы 2-го турнира сделали все возможное, чтобы мы все-таки приняли в нем участие. И дети завоевали практически все тоже золотые награды в своих категориях. Международный турнир по художественной гимнастике Solo Cup 2025 объединил 300 спортсменов из 25 стран. Абхазские гимнастки выступали под своим флагом. Абхазию объявляли на церемонии открытия наряду с другими странами-участницами. И это особая гордость для Ирины Китаевой и ее спортсменок. Под своим флагом мы просим, и нам идут навстречу всегда, чтобы мы выступали под своим флагом. Это тоже очень дорогого стоит. А вот сейчас в Дубае на соревнованиях мы специально поставили одной из девочек упражнение без предмета на абхазскую музыку. И на этом турнире в Дубае, на 2 турнирах мы смогли поучаствовать в Дубае, звучала уже и абхазская музыка. Не только абхазский флаг был, но и звучала абхазская музыка. Судьи высоко оценили артистизм маленькой спортсменки, которая совмещает тренировки по художественной гимнастике с народными танцами в ансамбле «Абаза». Нужно учитывать, что детям было непросто. Ранний подъем, жесткий регламент, сложная логистика в незнакомой стране между 2 турнирами. Иногда даже на еду времени не хватало. Но все это не важно, когда стоишь на пьедестале и слышишь свое имя. Там было очень красиво, очень большой зал. Все девочки были очень талантливы. Я постаралась и взяла 2 золота. И на церемонии награждения очень было приятно, когда сказали «Карапетян Дана». Мы были в пустыне, мне там очень понравилось. Мы еще были на яхте, там были все гимнастки, мы там танцевали, было очень весело, круто. Хочу сказать спасибо большое нашим тренерам. Китаевой Ирине Павловне и Татьяне Васильевне за подготовку и труд, который они вложили в нас. По итогам 2 турниров 10 гимнасток из Абхазии привезли домой 26 медалей, 20 из которых золотые. Медалей могло бы быть больше, потому что изначально планировалось, что девочек будет 11. У нас изначально записалось 11 девочек, но, к сожалению, перед самым стартом у нас одна девочка ключицу сломала. Но она поехала с нами. И даже ей повезло, так как на турнире был флешмоб, и было соревнование этих флешмобов, и мы его выиграли. И жюри выбрало именно эту девочку так вот из всей команды по артистичности. И ей вручили шикарный спонсор турнира, вручил шикарный приз, в общем-то, и она тоже была награждена. Команда Ирины Китаевой повезла в Дубай разные программы. Были спортсменки, которые выступали с упражнением без предмета или с одним предметом. А есть девочки, которые получили награды за владение несколькими предметами. Отдельно награждали девочек за многоборье. То есть, если она делала 2 вида, первый вид плюс 2-й вид – это общий зачет. И награждали также девочек по отдельным видам программы.
Вот у нас есть Али Махутова. Она завоевала золотую медаль общую, завоевала 3-е место в упражнении без предмета и 3-е место в упражнении с мячом. А Нара Цинцба, например, она завоевала золотую медаль в общем зачете, золотую медаль завоевала среди всех девочек в упражнении с мячом и бронзовую в упражнении без предмета. Наре Цимцба почти 9. Ей запомнилась автограф-сессия со знаменитой белорусской гимнасткой, бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Алиной Горнасько. Да и в целом в рамках турнира девочки из Абхазии увидели столько мировых звезд художественной гимнастики, что в их дальнейшей мотивации сомневаться не приходится. Я не участвовала в таких соревнованиях, там было очень красиво. Когда я выходила на ковер, было страшно, но я собралась и все сделала. И получила на первых соревнованиях 2 золота и 1 бронзу. На вторых соревнованиях я делала БП и мяч, и на вторых соревнованиях заняла 1-е место. Финансовую поддержку молодой, но уже титулованной команде Ирины Китаевой оказывает Госкомитет по делам молодежи и спорту и Управление образования администрации города Сухум. На турнир в Ереван дети ездили полностью за счет государства. Второй международный турнир за год, да еще и в Дубае, оплатить из бюджета уже не смогли. Родители взяли расходы на себя. В январе секции художественной гимнастики в спортивной школе номер 1 исполнится 3 года. Воспитанники Ирины Китаевой показывают хорошие результаты, готовы представлять Абхазию на соревнованиях любого уровня и будут рады поддержке спонсоров и меценатов. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.